Приветики, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts, и с вами я, ваша Джама. Сегодня буду показывать вам, как я делаю свои локоны с тех пор, как я их покрасила, да еще вообще с тех пор, как я их постригла. Многие вас спрашивали меня на инстаграме, под видео в ютубе, так что я думала, пора, Джама, пора, нужно снять туториал. Правда, этот туториал не особо отличается от моих предыдущих. Если вы смотрели мои предыдущие видео, даже если не смотрели, они примерно будут тут, обязательно взгляните. Они немножко отличаются от вот этого стайлинга, так что вы посмотрите. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Не забудьте подписаться на мой канал примерно тут. И, конечно же, все, что я буду использовать на видео, будут под описанием видео. Обязательно взгляните. Так что, давайте приступим. Итак, перед тем, как все начинать, нужно нанести немножечко сухого шампуня на корни волос, чтобы дать немножечко объема. Дальше я разделяю волосы на две части, выбираю одну в резиночку. Берем перчатки, потому что перчатки очень важны, потому что будем пользоваться горячей плойкой. Дальше беру самую крайнюю прядь, крутим волосы от лица, получается назад и держим. И держим примерно 6-7 секунд, смотря какие у вас волосы. Дальше убираю эти волосы назад. Теперь очень важно, следующая прядь должна крутиться не от лица назад, а вовнутрь. В том-то и прикол, что пряди у нас будут beachy waves, то есть были натуральными, когда один из них назад закручен, другой вовнутрь, как бы они будут сливаться так красиво, как будто в натуральные кудри, потому что мы не хотим слишком такие большие, объемные, не то что объемные, ну понимаете, знаете, типа фейковые, мы хотим натуральные, красивые локоны. Так что вот дальше уже, я здесь разделяю на две части, убираю, чтобы она не мешала. Дальше это уже кому как, если у вас длинные волосы, я не знаю, но когда у тебя короткие волосы, особо не важно, можно просто одного и того же размера брать локоны, да, вот пряди, и крутить. Здесь я уже иду по вертикально, видите, беру самую крайнюю прядь сверху, потом иду дальше снизу. Самое главное придерживаться правила, что одна идет вовнутрь крутиться будет, второй, получается, крутиться назад. Передняя часть очень важна. Переднюю часть я, как видите, делаю опять же вертикально, разделяю почти что на 3. Самое главное, чтобы пряди были одинаковые, так что вам не обязательно делать точно так же, как и я. Самое главное, чтобы пряди по размеру были одинаковыми, чтобы один из них крутился назад, один из них крутился вперед. И все. Потом все распускаю и буду пользоваться лаком, у меня лак Way Memory Mist. Оно очень легкое, так что хорошо для окрашенных волос. Немножко брызгаю и как бы продаю немножечко объема, чтобы смотрелось более натурально. И пахнет очень хорошо. Как вы видите, большую разницу. Как вам нравится? Вам нравятся мои прямые волосы или вам нравятся кудрявые волосы? Дайте мне знать в комментариях. Мою правую часть будем делать так, разделим на 2, но берем. Задняя часть, в принципе, особо не важно, как крутишь, потому что самое главное, чтобы она смотрелась кудрявыми, можно сказать, так как у меня задние волосы немножко короткие, так что там очень тяжело, самое главное, чтобы они были прям просто кудрявыми, не обязательно, чтобы смотрелось один кудрявый вовнутрь или один кудрявый снаружи, неважно. Здесь уже, смотрите, я уже не разделяю, как я разделяла на левой части. Так как я правша, на правой части у меня есть больше контроля, я не знаю. Поэтому я просто беру вертикально и просто примерно пальцами щупаю размер пряди и следую за этим. Один кручу назад, один кручу вовнутрь и все. Как вы заметили, ребята, это очень-очень легко, так что я бы хотела раскрутить все, но вам нужно это все посмотреть, как я делала. Потому что когда я смотрю туториалы, я бы хотела знать все, чтобы они, как говорится,
не срезали моменты, поэтому я просто тут буду болтать вам, а вы будете сейчас смотреть, как я это делаю, а не буду срезать, чтобы вы видели, как я делаю, особенно вот этот момент, там, где уши, это очень-очень, как говорится, деликатный момент, потому что я очень боюсь, как говорится, сжать мои уши, поэтому я здесь очень осторожна, как видите, чуть ли не 2 метра от ушей. Осталась теперь только передняя часть, здесь это уже очень-очень легко, так что давайте это просто посмотрим без моих комментариев. Ну что ж, на этом все. Встряхиваем немножко пальцами, чтобы дать немножечко натуральности, естественности, можно сказать, и будем брызгать лаком. Мне очень-очень нравятся мои локоны, мне кажется, мои короткие волосы, да еще когда блондинка, намного лучше смотрится, когда у меня блондинка. Надеюсь, вам понравилось мое видео, ребята. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и дайте свое мнение в комментариях. И мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока!